Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Во Владикавказе появилась виртуальная школа. На базе физико-математического лицея открыли интерактивные классы. Первый открытый урок посетил глава Северной Осетии. Отдать долг природе. На субботник сегодня вышли работники Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта во главе с олимпийским чемпионом Хасаном Бароевым. В излюбленном месте для отдыха Сапицкой горки удалось собрать несколько десятков мешков с мусором. Северостинские хоккеисты подтвердили статус лучшей команды по итогам второго тура чемпионата России. В упорной борьбе и с максимальным счетом наши ребята одержали победу над снежными барсами из Сочи. Эти и другие темы далее подробно. Ну и давайте-ка 3 при x равно минус 3. 3 равно 3, y равен минус 3. Опять при одном нажатии отметились точки. При втором нажатии график. В этом классе урок математики проходит в новом формате. Вместо привычной доски с мелом – интерактивная. Графики здесь рисуют с помощью специального маркера. Владикавказский физико-математический лицей оснастили мобильными компьютерными классами. За одну парту с учениками сегодня сел глава Северной Осетии Таймураз Мансуров, чтобы лично протестировать работу современной техники. Поздравляю. Наша задача взрослых – пытаться создавать вам условия. Больше мы ничего для вас сделать не можем. Как вы воспользуетесь этими условиями? Какую пользу вы извлечете? Насколько бережно будете относиться к этой очень сложной, интересной технике? Все это зависит только от вас. Я уверен, что вы сполна воспользуетесь этой прекрасной возможностью, которую вам сегодня подарили. В физико-математическом лицее оборудовали кабинеты химии, физики, математики и биологии. Кроме интерактивной доски, для каждого ученика есть так называемый аппарат тестирования. Это устройство чем-то похоже на калькулятор. Работает оно так. На доске появляется задание с несколькими вариантами ответов. Ученик с помощью устройства должен выбрать правильный ответ. Специальная программа сразу же обрабатывает данные и показывает, сколько человек верно ответили на вопрос. В свете сегодняшних событий заинтересовать уроками математики детей бывает сложновато, да? Но вот эта интерактивная доска с ее новыми интерактивными плакатами помогает заинтересованности. Детям более наглядно показывает какие-то закономерности, выявить какие-то свойства функций. Будем стараться мы тоже учиться. Для нас это тоже новшество. Для того, чтобы провести урок с помощью такой доски, применить все ее функции нормально, нам тоже надо будет стараться, учиться, идти ногу со временем, чтобы мы от наших детей не отставали. Такие технические новшества позволяют делать уроки интересными. Ученики могут создавать графики, схемы любой сложности. Сами школьники с современной подачей точных наук очень рады. На самом деле, прошлая доска, которая обычная, не имела таких функций, как эта доска. На этой доске можно делать различные графики, можно заходить в интернет, свободно смотреть параллельно другие уроки. Мне и такая доска без разницы. Главное получить знания и хорошо закончить школу. Это уже 4-я школа на Северном Кавказе, где классы оборудованы интерактивной техникой. Средства на оснащение выделены Сбербанком России. По всей стране таких школ уже около 40. Проект стартовал в 2008 году. Благодаря этой программе повысилось качество подготовки учеников, а также развитие их интеллектуальных и творческих способностей. Физико-математический лицей максимально оборудован современной техникой. В вестибюле школы также установили интерактивную доску. Например, родитель, дожидаясь своего ребенка после урока, может посмотреть расписание, оценки или домашнее задание. Елена Черенкова, Атсамас Кочиев, Осетия ТВ. Безопасность прежде всего. Денежными призами и грамотами наградили лучшие предприятия по охране труда. Победителями в 5 номинациях стали Владикавказский завод «Электроконтактор», Почта России, Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль». Стоит отметить, что республиканский конкурс на лучшую организацию по охране труда проводится не первый раз. В нем приняли участие индивидуальные предприниматели, занимающиеся хозяйственной деятельностью на территории Северной Осетии. Хочу сказать, что это является абсолютным приоритетом в работе республиканской власти. Безопасность, здоровье, жизнь нашего населения, тех людей, которые сегодня на рабочих местах осваивают и создают возможным производить что-то. Это на самом деле огромный труд тех руководителей, которые на местах создают все благоприятные условия, чтобы
наши люди в комфортных условиях, безопасно для своего здоровья, для своей жизни могли работать. Организаторы конкурса уверены, мероприятие благотворно влияет на безопасность рабочего процесса. Подобная мотивация не только поможет снизить травматизм, но и уменьшить число несчастных случаев, особенно на крупных предприятиях. Рая Дзантьева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Специалисты Министерства молодежи, физической культуры и спорта совместно с подведомственными учреждениями организовали субботник. К мероприятию присоединились владикавказские школьники и волонтеры. Совместными усилиями была убрана Сапицкая горка, излюбленное место отдыха и развлечений горожан. Отдать долг природе собрались более 100 человек. Конечно, дело очень вообще нужное и замечательное для всей нашей республики в целом, потому что когда город чист, прекрасен, и я думаю, что это показатель очень большой. Хотелось бы, чтобы все комитеты, министерства, все там организации в нашей республике, если хотя бы в 3 месяца раз будут собираться и убирать какие-то части нашей замечательной республики, я думаю, что эффект будет однозначно. Поэтому всем желаю, присоединяйтесь. Участники акции были обеспечены необходимым инвентарем, пакетами для сбора мусора и перчатками. За несколько часов активной работы ребята собрали больше 30 мешков мусора. Субботник призван привлечь внимание к проблемам экологического состояния республики, объединить усилия представителей органов государственной власти, общественных организаций, волонтеров и простых граждан в направлении решения насущих вопросов защиты окружающей среды. Земфира Лулаева, Тимур Мазаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Футболисты Алании стали первым спортивным коллективом в России, получившим универсальную электронную карту. Сразу после матча с «Динамо Ставрополь» сотрудники ЦИД вручили игрокам персональные карточки УЭК. Хотелось бы поблагодарить. Спасибо, что нам вручили эти карты. Они очень удобны. Я так понял, они заменяют все документы гражданина Российской Федерации. Не придется теперь с бумажками ходить. Там медицинский полис. Спасибо большое, что уделяете внимание нам. На универсальной электронной карте содержатся паспортные данные, сведения медицинской страховки и СНИЛС. Помимо этого, УЭК можно использовать как обычную банковскую карту. Для каждого региона страны есть отдельные приложения. В Северной Осетии обладателям этой карты положена 10% скидка в одной из крупных сетей ресторанов и кофеин. Список возможностей УЭК с каждым годом будет расширяться. Елена Черенкова, Тимур Мазаев, Осетия ТВ. Ариана С. чемпион, но пока только в своей группе. Североостинские хоккеисты подтвердили статус лучшей команды по итогам второго тура чемпионата России. В упорной борьбе и с максимальным счетом 9-5 в финальной битве наши ребята одержали победу над снежными барсами из Сочи. Будем дальше продолжать также заниматься, тренироваться, двигаться вперед. Естественно, нужно постараться по максимуму, чтобы остаться и закрепиться на первом месте более уверенно. И никого не подпустить, не дать никому ни малейшего шанса. Несмотря на то, что на льду дети, у них все по-взрослому. Но ребенку эмоции не спрятать. Радость от 9 шайб и слезы на глазах проигравших. Вот он, нерв детского хоккея. Здесь не фигурное катание, здесь стык много игры, силовой. Вот сейчас они до 12 лет играют без силовых приемов. И даже правильно примененный силовой прием в этом возрасте карается 2-минутным штрафом. Из-за чего? Потому что бывает он в этом возрасте здоровенный, а бывает он уступает. Барсы чуть сильнее индивидуально. Ариана С. берет вверх командной игрой. В первом периоде гости повязали соперника по рукам и ногам во всех 3 зонах. А нападение владикавказцев создало лишь несколько опасных моментов у ворот снежных барсов. Уже во втором периоде хозяева спутали карты барсам, окончательно взяв игру под свой контроль. Второй период завершился со счетом 7-4. Большая часть третьего отрезка игры также оказалась под контролем наших ребят. Однако на последних секундах матча гостям удается забить еще одну и заключительную шайбу в этом туре. Но это не спасло их положение. Что вам помогало выигрывать? Дружба! Снежные барсы старались изо всех сил вытянуть команду, но североостинские хоккеисты сыграли действительно профессионально. Кубок России остается в Северной Осетии. Земфира Лулаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.